Здравствуйте! Основная тема сегодняшней передачи – рассказ о сравнительно новой для Якутска профессии семейного врача. На примере такого врача первой городской больницы Лидии Слепцовой. Но вначале рассказ о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте! В Якутске продолжается борьба со снегом. К утру в среду его было вывезено 35 тысяч кубометров. И это, кстати сказать, в 2 раза больше, чем обычно. А по словам руководителя оперативного штаба Сергея Визера, заявки округов выполнены полностью. Но и тем не менее очевидно совершенно, что работы еще очень и очень много осталось. Информагентство Саха-Лайф.ру сообщает, что в ближайшее время ожидается смена руководства Русского драматического театра. Пост директора покинет заслуженный работник Народного хозяйства Республики, отличник культуры СССР Иван Подойница. А руководил коллективом, театром он ведь 20 лет. Да, и за это время коллектив получил звание академического, а также был награжден орденом «Знак почета». Совершенно верно, да. Ну, а на его место прочит сейчас бизнесмена Шубина. Ну, правда, в Министерстве культуры и духовного развития эту новость агентство Саха-Лайф никак не комментирует. В среду в Якутск прибыли православные святыни, ковчег с останками святителя Московского и икона Иннокентия Иркутского. Святитель Московский прожил в Якутске 5 лет, при нем писались первые православные книги. Ну, а прибытие святынь приурочено к фестивалю «Золотые купола», который на будущей неделе открывается в Якутске. Да, и о происшествиях. В поселке Кызылсыр Вилюйского района произошел пожар в недавно построенном храме Покрова Пресвятой Богородицы. Огнем была повреждена стена на колокольне. По предварительным данным, причиной пожара явилось замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается. Благодаря оперативности пожарных спасено здание храма, сообщает пресс-центр МЧС. Село Пригородное. Семейный врач Лидия Слепцова и сестра Надежда Отова отправляются на вызовы. Лидия Владимировна работает врачом первый год после окончания Якутского мединститута и ординатуры медицинской академии в Хабаровске. Она дипломированный врач общей практики или, как их иногда теперь еще называют, семейный врач. Первый год он, конечно, трудный самый. Правда, серьезное подспорье – это медицинская сестра Надежда Отова. До появления в селе врача именно она врачевала селян. Правда, в серьезных случаях тем приходилось все-таки ехать в город, в первую участковую поликлинику. Ну а теперь жители Пригородного живут как горожане. Врач, когда это необходимо, придет на дом, и не только по вызову, а и для профилактики. Идет от врача, получается, да? В активы входит патронаж детей. После заболеваний люди, вот, которые не могут сами прийти, например, да, или же по состоянию здоровья они должны находиться дома, к ним врач выходит активно. А сейчас как спинка? Плохо. Плохо? Все равно болит? Ну, А лекарства, которые назначили, пьем? хотя мне лучше уже не так болит. А видно, немножко легче стало. И все. Начал ходить, и все. Да ему надоели. И эти уже лекарства, всё, да? наверное, все. Это что, представляете, сколько лет уже? Мало того, что инфаркт был, так тут с 2000-го инсульт. Вот в мае 7 лет. Конечно, лекарства туда не сюда. Голова не болит? Кардиостимулятор, видно, там Нормально все, да? держит, Сердечко да? не пошаливает? Лечение тогда полностью то, что мы делаем, да? А потом выписывать какие-то лекарства, ну, придется заново. Главное, из 4 рецептов ни одного ничего нет. Это Да, хорошо еще, вот кардиомаг мой был, там курантил тоже мой. Вот это, что я еще не долечила, и вот хорошо. Нитросорбит дешевый я могу купить. Я в Жеремикор везде спрашиваю, его продажи даже нет. Да. Я не знаю, чем лечить Предуктал будем это, дальше. да. А предуктал-то О, есть, он больно, 500 больно. рублей. А вот этой совсем, ну чуть-чуть, Чуть-чуть придави. ну чуть-чуть. Нет. Никак, да? Не хочет. Ну, ничего. А так, конечно, больной вот А это мне надо, восстановился нету Иннокентьевны после Васильевны? инсульта. Ничего, 3:13. нормально уже. Массаж Говорим хочешь? хорошо, да? Да, Язык? буду Язык. Ну ничего. Он говорит, даже Всё. буду ездить на нас. Я в конце недели забегу еще, ладно? Это. Чего на таблетках? Тут проходит, Нормально. проходит. Он же совсем Колоться не будем. Не будем колоться. Уколы не будем. Ладно? Уже испугался. Нет. Надоели ему. Не понимаю. Ну ладно, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо, счастливо. До свидания. До свидания.
В зоне ответственности врача Лидии Слепцовой проживает 1300 человек, детей и взрослых. Но это официально. На самом-то деле их больше. Тут еще получается, мы еще обслуживаем эти дачные участки там. На дачных участках сейчас в последнее время прописываются люди. Ну и они тоже все равно приходят к нам. Пока без прописки, но уже по факту проживания мы уже их обслуживаем. Сейчас мы едем на 7-й километр Покровский край, дом 73. Я правильно понял, что у вас машина-то только в этом году появилась, да? Да, вы правильно поняли. Ну, благодаря усилиям, может быть, нашего главного врача. Так подождите, я просто в том смысле, что как вы раньше-то перемещались? Тогда тут довольно большой у вас участок ведь получается географически. Пешком. Пешком. Пешком я ходила, пешком. Правда, конечно, на 7-й километр я не ходила, но вот по пригороду ходила с Проточной, на этот Новопокровский тракт ходила пешком. На один вызов у меня уходило где-то около часа-полутора, может быть. Собака страшная, почти медведь. Ну, пожилой человек, явно патология сердечно-сосудистой системы. Явно проблемы с ЖКТ. Недавно он лежал в больнице, достаточно сложный больной, и в моих планах все-таки показать его специалиста. Сегодня у вас сколько получается в общей сложности вызовов? Вызовов? Ну и в том числе плановых и активных, и в общем, те, кто в общей вызвали. сложности 9. Это много-мало? По норме, по-моему, 5-7. Да, где-то так. Ну и кроме того, в первой половине дня вы еще ведь вели прием у себя непосредственно в кабинете, да? Да. Там наплыв большой был, нет, сегодня понедельник? Сегодня было 30 человек, видимо, понедельник, день тяжелый, я не знаю. Боже мой, это как вы, за сколько вы часов-то с ними разобрались? Но сегодня у меня был 3-часовой прием, ну, управились мы где-то до 4 часа к часу. Естественно, остается масса бумаг, это все. Это все на вечер? Потом, это получается, да, на вечер. Ну, что делать? У нас ненормированный рабочий день. Вы не разочаровались случайно в вашей профессии после того, как попали сюда, вообще столкнулись с тем объемом работ, который приходится выполнять? Ну, как ответить? Как ни странно, мне нравится. Такой бешеный ритм жизни, видимо, как-то соответствует еще, видимо, по духу или что ли. Сейчас у меня очень много дел, голова занята всеми делами. И как-то радуешься, когда человек действительно получает какую-то помощь, особенно дети. Очень благодарные пациенты. Поэтому разочарование. Спасибо, до свидания. Признаюсь честно, в случае чего мне хотелось бы оказаться в руках такого терапевта, семейного врача, как Лидия Слепцова. Ну, вполне возможно, что и мой участковый терапевт неплох, слава богу, я пока с ним не знаком. Ну, и потому, в общем-то, соглашаюсь с тем пожеланием, с которым простилась со мной Лидия Слепцова, что, во-первых, здоровье, конечно же, и чтобы я как можно дольше не узнал своего участкового врача. Этого я вам и желаю. Смотрите завтра в Эксе. А что было самым сложным при создании этого учебника? Сложности касались вообще идеи, которую выдвинуло управление образованием, для того, чтобы собрать материалы, которые могли бы начать воспитывать горожанин. Мы говорим гражданское воспитание, да, ведь горожанин и гражданин – это синонимы. Школьники Якутска начнут новый учебный год изучать историю столицы нашей республики по только что написанному учебнику. Встретимся завтра. Всего доброго.